Давай, запись Ага, включаю. Идет мгм. запись. Как ты Да. вообще там? Да нормально, чё, Нормально? готовимся. Да, хожу на позиции, лазаю в разведку, тренируемся, готовимся. М. Мгм. А, Давай, может быть, начнем тогда с последних вот событий, которые были не так давно, да, в этом месяце, в апреле. Мы знаем, что погиб твой сослуживец Дмитрий Ну да, да. Ну, я его Стрем. знал, вместе тренировались, да. Все как бы, я его хорошо знал. Да, погиб. Я даже, можно сказать, был при этом. А ты Мгм. можешь рассказать? Ну, был обстрел, ранило двоих. Мы оказали помощь, вовремя эвакуировали, но ранения оказались тяжелые. И он через 3 дня, по-моему, в госпитале скончался. Ты оказывал первую помощь? Ну, я в числе тоже был, оказывал первую Мгм, помощь, мгм, перевязывал тоже. Там, потому что мгм, нас было несколько. Мы, в принципе, достаточно оперативно среагировали все. Ну, подготовка-то у нас хорошая, поэтому мы все быстро сделали. И он уехал сначала в больницу близлежащую, а оттуда его перевезли уже в госпиталь. И дальше уже он там и умер. мгм. А хоронить его будут на территории Украины? Ну, еще этот вопрос еще решается. Это согласовывается с родственниками. Это недолгий, точнее, не быстрый процесс. Мгм. Понятно. Тогда вот вопрос про... Ты говоришь, что, в принципе, всего хватает, да? Я смотрю, что происходит вообще в России, в Якутии, да, в частности. Мгм. Они, допустим, там я подписана на один из пабликов Z, да, они там собирают, в общем, деньги собирают на покупку различных там еды, может быть, там лекарств, там еще чего-то, да. Детей они, значит, шьют они сами всякие трусы, носки, это понятно, да. И детей привлекают, школьников привлекают к вязанию, плетению вот этих вот маскировочных сеток. Вот. Скажи, пожалуйста, ну, то есть это говорит о том, что российская армия совершенно, она не, как сказать, не готова, да, вот, не обеспечена. А украинская армия, если сравнивать, да, она как она обеспечена, не обеспечена, чего-то там хватает, не хватает, может быть, тоже что-то на что-то собирает деньги, на трусы, на носки. Не, ну, в этом отношении, конечно, здесь совсем другое. Это в начале войны тоже все не хватало. В принципе, Россия повторяет то же, что и делала Украина месяца 3, полгода назад. Как бы. Тут тоже Мгм. вязали сети, окопные свечи, но, как говорится, но тут масштабы. Тут вся страна как бы на это дело поднялась от, как говорится, от млада до стара. И в итоге у нас тут, не знаю, окопных свечей целый сарай забит, как бы, э, что так, с таким запасом. А когда заступаешь на позицию, там уже этот старший говорит, не везите сюда продукты, потому что продуктами забито все там, как бы консервы, сало там, уже привозят там огурцы, киви, там яблоки какие-то на позиции. Ну, насчет питания, конечно, тут, ну, очень хорошо дело обстоит. Мгм. А так, в остальном, тут же, в принципе, каждый военнослужащий получает неплохое удовольствие. И если что-то не хватает, тут в каждом прифронтовом поселке работает новая почта, доставка, все как бы этот, ну, тут уже все отлажено, и все, что необходимо, можно приобрести. А так, то, что касаемо там военного, патроны, снаряды, ну, этого завались. Как бы. Мгм. Ну да, западная помощь, она как бы оказывается все время, да? Ну, смотришь вечерние Ну, выступления Зеленского, да, он все равно насчет говорит, западной там еще... помощи,
Ну, западная помощь тут для простого бойца это вот западные продукты длительного хранения. У нас чего только здесь нету, скажем так, начиная от каких-нибудь там японских дошираков, заканчивая там какой-нибудь тушенкой аргентинской. Мгм. Это все высокого качества, все вкусное, Мгм. и этого все вдоволь. Мгм. Я про вооружение говорю. Ага. Вооружение Ну тоже, да, да, достаточно? да, вооружение тут, мы постоянно тут взаимодействуем, и достаточно много вижу зарубежной техники, вооружения, и на позициях они стоят. Ну и, соответственно, я сам вооружен ЧЗ Бренд 2, это 5,56, автоматический карабин чешского производства. Очень хороший автомат. Мгм. М, не не знаю, да, потому что не военный как-то с этой стороной дела не знакома. Не могу сказать, да, ничего. А, насколько верны, такой вопрос хотела задать, насколько верны данные украинской стороны о количестве погибших россиян? Ну, Они дают я, где-то больше 180 тысяч уже. ну, как его, это всегда вопрос не точности, а вопрос политики. Это комментировать, потому что я не настолько эксперт в этой области, чтобы там считать потери, а так сами даже журналисты считают, да, они где-то меньше, где-то больше, но потерь много, да. Они же своих не жалеют. И они, главное, не вывозят еще. Они не вывозят с полев. Невозможно, Да, да. Ну, невозможно вывести тела, да, сейчас пока. нет, всегда даже во время войны предлагают но Россия же в этом не заинтересована. Уже сколько было там Ютуба, что украинская сторона предлагает забрать свои тела, которые просто валяются на передовой, российская сторона отказывается. Ну и здесь, Не- а здесь мы видим как они ходят по передовой, без бронежилетов, без ничего, попадают под огонь, гибнут, такое разгильдяйство и непрофессионализм, скажем. Мгм. Кстати, по поводу разгильдяйства, да, по поводу... Пригожин сказал, что если их не обеспечат в ближайшее время боеприпасами ЧВК «Вагнер», они уйдут. Они будут вынуждены отступить, и тогда, в общем, весь фронт повалится. Вот Ну, насколько... это, конечно, вранье. То, что они уйдут, никуда они уже не уйдут. Их только утилизируют и все. То, что Пригожин там что-то себе заявляет, выдумывает, там пытается какие-то политические очки набрать, ну, это его дело. А так, те, которые попали на фронт, обратно уже, как правило, никуда не уходят. Тем более это вооруженные люди, тем более уголовники с уголовным прошлым. Куда их? Они что, вернутся в СИЗО, что ли? Да нет, конечно, их там всех и положат. Мгм. Мгм. Ам, национальные батальоны, вот насколько я знаю, да, на стороне, их не очень много, там буквально на пальцах одной руки, да. Я говорю о тех, которые воюют на стороне Украины. Вот. Вообще, какое отношение у украинцев к национальным батальонам? Ну, замечательные, просто замечательные. Где бы ни остановишься даже, едешь, тут же, не знаю, там, подойдут, порадуются, пожелают удачи. Ну, даже вот где мы остановились, мы спокойно тут ходим, общаемся с местным населением, все только рады, все только поддерживают. Мгм. Мгм. И еще такой вопрос. Якутян, Саха, э, ну, они есть? Я не спрашиваю, да, о количестве там. А вообще они есть, да, кроме вот тебя еще кто-то? Да, они есть, думаю, скоро они уже мы какое-нибудь общее заявление сделаем, они есть, Мгм. они проходят подготовку, все нормально. Мгм.
А как они себя показывают? Когда смотришь Z-каналы наши якутские, там все время то наши то готовят, то стирают, то убирают. Какая-то А, такая. Нет, но это тоже, в принципе, как скажем, обыденность фронта, потому что очень Ну много да. тоже сил уходит на, как скажем так, самообеспечение. Тут же нету ни стиральных машин, ничего, как бы это, и самому надо и готовить, и стираться. Ну, это нормально, но то, что они на той стороне, это плохо, да. А Мгм. в этом отношении здесь, конечно, попроще. Тут и местное население и всегда как бы готово помочь и со стиркой, и с готовкой. Мгм. Нас угощают всякими разносолами, Мгм. могут тут и с огорода что-то принести. В этом Мгм. отношении, конечно, здесь прям такой национальный подъем. Тут у нас сосед, который просто как нам, как дядя родной. То орехи принесет, то еще какие-нибудь огурцы, помидоры, то там, как это, у него дома стиральная машина, там, ребята, постирайтесь, там, ребята, там, примите у меня душ, там, все как бы этот. Мгм. Ну, это понятно. Отношение лично к тебе какое? Ты же офицер Замечательное российской армии. Ну, я это не афиширую. Я же, как обычный доброволец, сейчас воюю. Сейчас пока идет как бы формирование, я пока вот принимаю участие в боевых действиях. Мгм. Мгм. А проверка была очень сложная? Ну, как бы тщательная проверка. Тебя Ну, проверяли конечно, я лично. 2 месяца только. До нас всех проверяли. Мы просто первые приехали, поэтому у нас это все дело затянулось. А уже это сейчас это дело налажено, и все гораздо быстрее. Мгм. Хотела тебя спросить еще про контрнаступление. Все его ждут, все о нем говорят. Там уже украинцы, очень много мемов я смотрела, да, про контрнаступление. Мгм. Там, летом, весной. Ну, украинцы, я знаю, люди с хорошим чувством юмора, да, они над этим шутят. Мгм. А вообще контрнаступление, насколько я вообще сама могу понимать, да, оно будет совсем вот-вот скоро. Май месяц, да? Ну, я так думаю, что контрнаступление может начаться в любой момент, хоть завтра, потому что тут настолько как бы жидкая система обороны, настолько она как бы, ну, и моральное состояние войск слабое, ну, одно только видео стоит посмотреть, как они жалуются. Да и мы сами видим, в каком они как бы в стрессе сидят на передовой, боятся каждого нашего шороха. Что чуть малейшее что, у них сразу там море огня и прочее разное. Ну, они сами уже как перегорают, ожидая этого контрнаступа, и когда пойдет контрнаступ, у них это совсем будет как бы неожиданностью. Мгм. Паники убегут. Ну, убежать им никто не даст, если повезет, если сдадутся в плен. Мгм. Мгм. А в Надеюсь, плен я тоже сдаются, буду в да? этом. Что? В Нет, плен сдаются? ну, когда будет наступление, конечно, куда они денутся. А так, на позиционной сейчас войне, там нет особо такого. Мгм. Мгм. Понятно. А ты вообще следишь за новостями из республики? Да, посматриваю, Смотришь? я подписан, да, подписан на паблики. Мгм. Мгм. Видел последнее вот этот вот который скандал? Я не знаю, он сейчас продолжится или нет по поводу героя Колесова. Значит, ему А, дали героя, а потом Торговкин, значит, из Ботора, по-моему, да, или откуда он тоже выступил, сказал с обращением с аудио и сказал, что Колесов пил, потом сбежал. ну, это обычная практика, как российской армии. Награждать непричастных, наказывать невиновных. Как бы. Это ведь, я вот долго служил и знаю, да, как даются эти ордена на войне. Как бы. Вот если человек погиб или ранен, да, ему что-то дадут, как бы орден там или еще что-то. А сейчас в основном звания покупаются. В российской Мгм, армии это ни для кого не секрет. Есть такса, есть как бы ценник, надо только поехать, договориться, и можно получать, в принципе, любое звание, хоть героя, хоть там орден, там, хоть медаль, как бы.
Там для какой-то статистики, ну, выдают, конечно, рядовым бойцам медали, а ордена уже идут поштучно и за хорошие деньги. Насколько Мгм. я знаю, там все как бы, это дело еще с первой чеченской уже отработано. Ну, Просто вообще по так, поводу Колеса, я вообще по поводу Колесова, я думала, что он, думаю, что он ничего не покупал, ему просто дали, потому что должен быть, а, у народа должен быть какой-то героический образ, да, так же, как вот во времена Второй мировой, когда, когда героями называли тех людей, да, вот ты говоришь, да, непричастных. Просто героический образ лепят, да? так, может, раньше так и было, знаете, но сейчас же система уже прогнила настолько, что, понимаете, звание Героя России – это куча льгот, это, по-моему, каждый ежемесячные выплаты, это, ну, человек уже как бы до конца жизни уже в шоколаде, скажем так. И такие звания просто так не дают. Вот все знают, что он там был командиром, а командир это, ну, не героическая должность, абсолютно, как бы. Э, Если бы он еще, не знаю, там, разрабатывал бы какие-нибудь там операции или еще что-то при его участии, это все. А также он обычный командир обычного отряда, которых на фронте тысячи. Ну, не тысячи, сотни, да, как скажем так. И давать ему героя, это вот у него, значит, какое-то лобби в республике, которое вышло на там, руководство и заплатило, чтобы ему дали как бы этот звание. Вот и все. В России уже давно все прогнило в этой части, и такие как бы денежные, скажем так, награды просто так не дают. Мгм. Ну да, да, может быть, ты прав, да. И я всегда вот последние вот эти скандалы, да, связанные с состоянием вообще республики, с этими дорогами, с этими домами, с этими потопами, мне вот хочется им сказать, а что же вы вообще переживаете? Ваши деньги все вот в Украину улетели, да, в качестве бомб, там, мин, там. Ваши деньги все там, ваши деньги все находятся в Кировском, да, дороги вам построили, значит, в Кировском. Это вот Донецкая, город Донецкой республики, который наш глава взял под контроль, шефствует, да. Дома там строятся, там все вот это вот. Почему люди не соображают? Никто вообще не возмутился. Какое Кировское? У нас тут дети в тазиках плавают в квартире в воде, в фекалиях, а вы Кировское отстраиваете. Почему они так вообще не понимают этого? И когда они это поймут вообще наконец? Да все понимают, просто сами же видите, какая система выстроена. Как бы. Система сейчас уже террора, угроз, запугиваний. Каждый знает, что стоит ему только рот открыть, и ну, минимум на штраф нарвется, как бы, а максимум на реальный срок. В этом отношении, конечно, меня радует то, что вот как прошел День Республики, все-таки народное самосознание просыпается. Очень много флагов, очень много тех автомобилей, там ночные, там уже какие-то движения, что люди все-таки осознают, что они в республике, и какая-то сила вызревает. Тем более на фоне всех этих националистических движений в Мирном, там еще где-то. И все это рано или поздно, надеюсь, рванет. А чтобы Рванет. это ускорилось, мы поможем. Как бы. Мгм, мгм. А почему ты, вот ты много раз об этом говорил, да, но, может быть, ты еще раз скажешь, почему вообще такое решение ты для себя сам принял? Это же вообще тяжелое решение ж, пойти самостоятельно, пойти, тем более воевать на стороне Украины. Ну, кто-то просто, кто-то должен же был пойти. Из народа Саха кто-то должен был пойти и сказать, что мы за Украину и мы за независимость, мы за свободу. Просто вот и все. Кто-то должен был пойти. И так как, ну, никого не было, и других кандидатов, как бы, моего уровня, с моей подготовкой нету,
то остается только за мной. Как бы. Это не мой выбор, это выбор времени, время выбрало меня, скажем так. Мгм, мгм. А как ты думаешь, республика все-таки она станет независимым когда-нибудь государством? Да, Но конечно, понимаю, что вот война закончится в Украине, да, и, скорее всего, она закончится победой украинской стороны, да, Украины. Мы все ждем, очень надеемся на это. Вот. И что потом будет с война закончится не развалом России. Даже если Украина, говорю же, выйдет на свои границы, эта война будет продолжаться. Это будет как 37-я параллель, Северно-Южная Корея. Постоянно уже нагнетание, вся эта как бы милитаризация. И только развал России позволит всем вздохнуть спокойно. Уже не будет этих смертей, не будет этой тотальной могилизации, не будет закручивания гаек. Что, ну, время пришло. Империя должна распасться, и Россия распадется, и все вздохнут спокойно, и все начнут жить нормально. Ведь людям-то, вот сейчас многие думают, что они живут нормально. На самом-то деле никогда и не видели нормальной жизни. Хороших дорог, хорошей ЖКХ, нормальных судов, как бы, что можно просто жить и радоваться жизни, не выживать там, не постоянно там ругаться там с начальством, не молиться на президента там. Как бы. Ведь в цивилизованных странах люди даже не знают, как президента зовут, как бы, не знают, как премьера зовут, потому что у них все хорошо. Как бы. Им не надо следить, что вот завтра что-то скажет, как бы, и что-то поменяется. Как бы. У них все стабильно. И это есть нормальная жизнь. И надеюсь, мы достаточно быстро к этому придем У нас после есть отделения. потенциал. Да, у нас есть потенциал, у нас есть кадры, у нас есть люди, у нас есть желание. Мгм. Мгм. Вот. А сколько ты уже находишься в Украине? В Украине я уже нахожусь 4 месяца, 4-й Мгм. месяц. Ну, и такая достаточно серьезная подготовка же, да, у тебя? Да, тут еще я прошел подготовку. Ну Мгм. и сейчас Мгм. мы тоже готовимся к Мгм. Мгм. штурму. Мгм. Это как бы совсем другая специфическая подготовка. Мгм. Э, Удивили меня твои слова про Ильдара Дадина. Насколько вот, да, по последним новостям Ильдар Дадин тоже, он вступил, да, он вступил в русский добровольческий корпус. И Ну, тоже будет, и я тоже точно не будет. знаю. Э, Я нахожусь на фронте, тут как бы А информация до нас почему плохо. у тебя была такая реакция, что очень сложно с такими людьми? Анархист он? Нет, ну, нет, что либералы всегда как бы, ну, и единоличники и очень ценят права человека и собственную жизнь, да, а на войне это те качества, которые мешают как бы функционировать нормально подразделению, что тут Мгм. от каждого зависит жизнь всех. И твоя жизнь зависит от жизни, точнее, от отношения каждого, как бы. И когда человек со взглядами, ему надо немножко как бы подстраиваться и менять свои взгляды, что, ну, не быть индивидуалистом, не быть, скажем так, э, ценить права человека так сильно. На фронте это все как бы теряет смысл. Тут только, когда идет вопрос выживания подразделения, как бы жизнь одного человека не стоит ничего. А для них жизнь каждого это очень дорого, да. В мирной жизни, да, это очень ценится, это я очень ценю, но на войне другие правила. Мгм. Мгм. Еще по прогнозам. Когда мы с тобой разговаривали, да, ты говорил, что война может продлиться там до 2 лет, да? Ну, год точно будет. Ничего в твоих прогнозах не поменялось? Нет, ведь, То есть она этим годом не закончится? да, почти уверен, что нет, да. Потому что, ну,
сами же видите, сколько дураков едет на фронт просто умирать в качестве пушечного мяса. Как бы. Украина сражается за свою свободу, за свою страну, блин, и они точно тоже не отступят. А с той стороны, пока эти все дураки не кончатся, как бы, война будет идти. Мгм. Ну, хорошо. А с Крымом что будет? Ну, Крым отвоюет, и все. Это будет военные? Они военным путем отвоюют или все-таки мирными переговорами? Нет, конечно, военным. Блин. Достаточно, как бы, ну, небольшая наступательная операция, и все, как бы. Там же, Крым же достаточно очень уязвим с точки зрения логистики. И все, достаточно эти логистические связи нарушить, и все, и Крым сам падет. Мгм. Да, мы сейчас смотрим на эти многокилометровые пробки, да, людей, которые хотят выехать. Людей, Да, которые да, пытаются выехать, да, после, особенно вот после последней да, происшествия на нефтебазе. да. А нынешняя война требует очень много, как бы, транспорта, много логистики, снабжения. И стоит эти связи нарушить, как все сыпется. Мгм, мгм. Как вообще, как вообще это вот можно объяснить, да? Ты же много хейта поймал после того, как объявил, что идешь воевать. Ну да, Много хейта скажем, было, да? Много хейта было. да, 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 хватает. Как можно ответить на такой вопрос? Ты что, будешь стрелять в своих же? Этот, конечно, ведь вот сейчас все говорят, что вот стрелять в своих, да, а сколько вот из-за такой жизни в республике режут друг друга, там обманывают друг друга, там убивают друг друга по-разному и стреляют, и все. Это ж, это же ваши соседи, это же друзья, знакомые, и все друг друга убивают спокойно, как бы, да. Это, скажем так, вот эта имперская власть нас привела к этому, да, что я общался, вот, например, с грузином, для него, ну, за всю его жизнь, там, а он достаточно пожилой человек, только одно убийство было в его деревне. И он искренне удивлялся, как так можно убить соседа, как можно убить, там, не знаю, знакомого человека, как бы, да. А у нас же это сплошь и рядом. И эти дураки, которые едут воевать за Путина, они же, э, скажем так, приходят в качестве оккупантов на чужую землю. И они будут умирать как оккупанты. Они не саха, они не русские, они там не буряты, не башкиры, они оккупанты. И будут умирать как оккупанты. Вот и все. Ну да, я думаю, каждый себе должен это усвоить, да. Человек, который идет воевать в другую страну, непонятно за что, да, зачем, для чего вообще приходить туда. Он является оккупантом, и он, в конце концов, там, я не знаю, если удастся выжить, то выживет, а так вообще ждет его страшная смерть. Так и не только смерть, блин. Это же, представляете, какая степень ненависти тут у народа ко всем, которые пришли. И, и это будет, эта ненависть будет как бы передаваться через поколение. Блин. Это даже он, если выживет, он придет, блин, да, за ним будет это проклятие по жизни. И это будет передаваться его детям, его внукам. Блин. Его внуки не будут понимать, почему так у них все не получается, почему плохо, да. А на них будет это страшное проклятие блин, всего народа, который просто проклинает за то, что они пришли сюда убивать ни в чем не повинных людей. Есть у тебя что-то сказать нашим соотечественникам, жителям Якутии, Ну, Республики Саха? нашим, нашим соотечественникам что могу сказать? Приезжайте, ведь я уже говорил, что тот, кто хочет сражаться за свободу, в республике ничего не светит среди этой как бы Z-толпы. А таких много. И даже вот, говорю же, как бы праздник показал, что патриотов в республике хватает. Если они реально хотят независимости, реально хотят отделения, реально хотят свободы, то надо ехать сюда и вставать в ряды якутского подполья. И мы здесь объединимся, и мы
освободим республику. Это, в принципе, достаточно просто. А когда будет общий развал, блин, мы тут уже сотрудничаем со всеми национальными движениями, и мы будем силой, которая разрушит эту страну. А тех, которые на фронте, ну что, мне их просто жаль. Как бы. Они могут сдаться в плен, только у них это такой вариант. Как бы. Обратно они уехать не могут, их там съедят свои же, только сдаться в плен. И все, и как бы они спокойно досидят здесь до конца войны, могут вообще податься на международное убежище здесь, перевести семью и остаться в живых, и продолжить свой род, и остаться людьми. А так они просто, учитывая то, что уже, скажем так, десятки, да, без вести пропавших, они могут остаться спокойно без вести пропавшими. Потому что, когда пойдет наступление, ну, особо никто заморачиваться не будет. Просто будут закапывать и все. И их родственники, родители, там, дети годами будут искать и ждать их. И никто не будет знать, умер он, не умер, или еще где-то. Ну, скорее всего, умер, конечно, если там долгое время нету. Так что выбор небольшой, либо сдаться в плен, либо умереть. А для тех, которые приедут сюда воевать за Украину, ну, нас ждет прекрасное будущее. Мы здесь проходим хорошую подготовку, хорошее обучение, и мы освободим и Украину, и республику. А как же все вот эти вот разговоры о том, что азиатов в плен не берут? Всех в плен берут, блин. Просто, скажем так, вон сколько уже видео, и уже якуты сидят в плену здесь. Я разговаривал тут с журналистом, он говорит, и, и что его удивило, и, и даже в плену русские его притесняют. Он говорит, это очень, говорит, бросилось в глаза, говорит, что как бы что он, вот Радио Свобода приехала, говорит, его сразу оттеснили в конец, как бы это сказали, вот я буду беседовать, мы будем беседовать, а его сразу, говорит, оттеснили от интервью. Ну, такие вот дела. Ну и воюйте, блин, за Путина. Ясно. Ну вот, хорошо, спасибо большое. Мы с тобой поговорили. Примерно, ну, полчаса получится разговор, да, может Да, быть, минут 20. да.